Михаил Федотов на мемориале памяти и славы знакомится с богатой историей ингушского народа. Здесь каждый памятник или плита – историческая летопись, которая повествует о самых значимых событиях из жизни народа. Советник президента России с большим интересом слушает, какой тернистой и трудной оказалась для ингушей дорога в сегодняшний день. Но стойкость духа и сила воли были выше и сильнее всего, отмечает Михаил Александрович. У ингушского народа прекрасная, славная история с героическими страницами и, к сожалению, с трагическими страницами. Героические страницы – это история присоединения Ингушетии к России. Героические страницы – это участие ингушей в Великой Отечественной войне. Героические страницы – это участие ингушей в составе дикой дивизии в том же Брусиловском прорыве. Вот это действительно героические страницы. И героические страницы – это восстановление ингушской государственности. Героических страниц в истории ингушского народа много, слава Богу. Но и были и трагические страницы. И одна из них, конечно, это депортация 1944 года. После экскурсии гости направляются в научную библиотеку ИНГУ. Здесь проходит открытие выставки, посвященной возведению одноименного монумента жертвам политических репрессий в Москве. Вместе с главой республики в церемонии принимают участие члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. В своем выступлении Унузбек Евкуров отмечает, благодаря главе государства эта идея в скором времени воплотится в реальность. Репрессиям подверглись многие народы, подчеркнул глава республики. Но несмотря на все тяготы судьбы, мы выстояли. Мне кажется, вот эта задача, которая по увековечению в памяти, вот эта идея сделать стену плача, она связана в большей степени для того, чтобы мы сохранили в памяти те события, и чтобы об этом помнили в первую очередь политики, из-за которых случается страшные трагедии как личностей, так и целых народов. Чтобы политики понимали, что нельзя так относиться к своим народам. Та выставка, которую мы сегодня открываем, она посвящена трагической странице. Эта трагедия коснулась многих народов. У нас есть закон о реабилитации репрессированных народов. Но я вам скажу, что в нашей стране нет ни одного народа, который не был бы подвергнут этим политическим репрессиям. Память человеческая – это тот самый иммунитет, который его защищает человека, защищает человеческую цивилизацию от повторения таких страшных ошибок, страшных трагедий. Особую благодарность советник президента России выразил Алихану Харсиеву, который внес весомый вклад в возведение монумента жертвам политических репрессий. Мне сегодня прислали такое сообщение. Депутат Государственной Думы Алихан Анатольевич Харсиев пожертвовал 2 миллиона и организовал группу активистов из числа депутатов, которые поддерживают. Спасибо, Алихан Анатольевич. Юнусбек Евкуров решил внести свой личный вклад в возведение монумента в Москве и пожертвовать месячную зарплату, отметив, что надеется, его примеру последуют многие. Идея возведения монумента жертвам политических репрессий высказывалась давно. Из представленных свыше 300 конкурсных проектов выбрали работу скульптора Георгия Франгуляна. По словам автора, монумент должен быть символичным, глубоким по замыслу, а главное – предостерегать новые поколения от ошибок прошлого. То, что вот увековечение памяти, скорби, так сказать, строительство этой стены скорби, и то, что организовали эту выставку здесь, у нас, в республике, это очень значимо. Этот проект очень важный для нашей страны. Тем более сейчас, когда мы постепенно начинаем забывать то прошлое, то тяжелое прошлое нашей страны, и где-то находятся люди, которые пытаются оживить ту историю, о которой
очень многие народы, миллионы людей вспоминают с содроганием. Вот это напоминание для нашего народа, для нашей страны, оно имеет очень большое значение. Стена скорби будет представлять собой огромный бронзовый гребень в 30 метров в длину и в 6 в высоту. Он станет своеобразным символом репрессий. Такое предложение одобрил и Владимир Путин. Более того, по его поручению было выделено 300 миллионов рублей на возведение этого объекта. Остальные 160 миллионов планируется собрать с помощью народных пожертвований. Замечу, что готовность огромного числа людей участвовать в увековечивании памяти жертв репрессий еще раз подтверждает актуальность самой этой темы. И, конечно, в целом говорит о неравнодушии граждан к делу сохранения нашей общей исторической памяти. Это очень позитивный и принципиальный момент. Уважение к своей истории, стремление обретать знания о судьбах родной страны, сберегать и создавать памятники есть свидетельство зрелости общества и государства, а значит их готовности и способности к дальнейшему развитию. Ингушетия – это уже 5-я остановка передвижной выставки «Стена скорби», начавшей свое путешествие по России в сентябре прошлого года. За это время с экспонатами уже смогли ознакомиться жители Екатеринбурга, Нальчика, Черкесска и Ставрополя. Выставка продлится до апреля месяца. Мы закрываем выставку 9 апреля этого года. Я думаю, до этого времени у нас еще будет масса зрителей, которым будет интересно. Мы всячески будем работать с населением, чтобы приходили, посещали и делали какие-то пожертвования и вносили свой вклад в это общее дело. А мемориал по проекту скульптора Георгия Франгуляна планируется открыть этой осенью в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.